Здравствуйте, с вами тележурналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Я нахожусь на празднике Дня строителей в строительном округе города Якутска. Пускай старомодным покажется каждый, кто зодчим строителя назовет. Но тот, кто на стройке бывал не однажды, кто сам много строит, конечно поймет. Поймет, что не только в составе союза строитель стал зодчим, но зодчий и тот, кто строит порой под немыслимым грузом рабочих, прорабских и прочих забот. Овации не ждет он и славы не просит, потомки пускай вспоминают о ней. Рабочей спецовки на благо России возводит он здания завтрашних дней. Введен, но построен в коротеньких строчках, нам слышатся отзвуки ярких побед. Ведь он созидатель, строитель и зодчий, прекраснее в мире профессии нет. День строителя, конечно, это особый праздник вообще для каждого из нас, для каждого строителя, потому что результат стройки ощущает вообще каждый житель республики, города. И действительно, в прошлом году мы ввели рекордное количество жилья, рекордный объем жилья, это 715 тысяч квадратных метров, из них 55% было введено в городе Якутске. И в этом году за первое полугодие уже введено 358, и ожидаем к концу года, что, скорее всего, прошлогодний рекорд будет побит. Вот сейчас праздник происходит на территории строительного округа, и здесь строители тоже отличились, да? Действительно, строительный комплекс здесь отличился. Мы здесь стоим сейчас в сквере газовиков, и рядом прямо видим один из крупнейших объектов республики, это вот республиканский онкоцентр. Объект, который вообще, можно сказать, федерального масштаба. Будет застраиваться комплексно будет застраиваться микрорайон спортивный, там будет школа, сад будет переселено большой объем ветхого аварийного жилья. То есть задачи и объемы строительства будут просто масштабные. Праздник проходит в сквере газовиков столицы Якутии. Здесь открыта выставка фотографа Мечила Степанова, которая посвящена строителям Якутии, особенно строителям столицы Якутии. Очень нравится снимать, как я для себя их называю, людей труда. В данном конкретном случае это выступили в их роли строители. Раньше просто приглашали снимать, скажем так, готовые и так далее объекты, как бы это было, да, а последние десятилетия и так далее у всех компаний строительных наметилось, но они же делают отчеты, они должны, люди требуют информации, должны привлекать себе внимание, соответственно, получать заказы, потребители будут обращаться к ним, то есть они начинают прямо заказывать. Вот нулевой цикл, да, вот еще только лишь сваи забитые стоят, да, потом по ходу все этапы строительства, потом конечный объект, потом как получает ключи, то есть потребность в фотографии увеличилась. Вот мои работы вывесили, надеюсь, что-то толковое мне удалось создать. Ну, в общем, я доволен. Вообще праздник День строителей отмечается с 1955 года. В 2011 году он стал федеральным праздником, День строителя Российской Федерации. Так что я поздравляю всех строителей с этим праздником. Строительный комплекс Якутии находится на сегодняшний день в таком состоянии, можно сказать, мобилизационном, потому что действительно мастер-план города защищен, поддержан президентом, выделены огромные средства. Все проектные организации в усиленном варианте работают, готовят ПСД, проектно-сметную документацию. Крупные компании строят просто колоссальными объемами. И в принципе те меры поддержки государства, которые были, а это дальневосточная ипотека, дала просто колоссальный рост для строительного комплекса. На сегодняшний день это оправдано, самое главное. У нас действительно идет семимильными шагами переселение с ветхого аварийного жилья. Сейчас даже мы рядом находимся в сквере газовиков.
с онкологическим диспансером, который, можно сказать, передовой на всю Российскую Федерацию. Приезжали гости, говорили об оборудовании, которое там установлено, но многие города о нем просто мечтают. Это, конечно, говорит, в принципе-то, и о масштабах нашей всей республики. Это необходимость. Вот эта вот коллаборация необходимости обновления, это и есть вот та ветка развития нашей страны. Наше государство развивается. И как раз-таки вот такими праздниками мы поддерживаем наш строительный комплекс, мы поддерживаем людей, которые трудятся. Труд очень тяжелый. Стройка — это вообще в принципе тяжело. Это самое, наверное, сложное. Поэтому, когда мы чтим наши кадры, вот такими праздниками поздравляем друг друга, проводим мероприятия, это говорит о том, что это уважение к профессии, это уважение к человеку труда. То место, где мы сегодня находимся, буквально несколько лет назад, если вы помните, выглядело совершенно иначе, да, и вот даже на этом примере можно сказать, сколько в городе у нас изменений, и эти изменения, строительство, дорожное, гражданское строительство, это все благодаря нашим уважаемым строителям. Они вкладывают в свой труд, свою душу. У нас очень сложные условия климатические. Наша логистическая удаленность тоже является определенной помехой, но тем не менее у нас из года в год темпы строительства увеличиваются, дорог строится больше. Вот напротив мы видим Якутский республиканский онкологический диспансер, который является крупнейшим на Дальнем Востоке. И из года в год у нас наше мастерство, наш профессионализм наших строителей, он увеличивается, конечно же. И что хотел бы сказать? В первую очередь хотел бы пожелать всем строителям крепкого здоровья, вам, вашим близким. И хотел бы, чтобы ваши планы всегда сбывались, чтобы жилье, объекты, которые вы строили, становились все более качественными и сдавались в срок. Спасибо большое вам. Удачи! Дорогие труженики и ветераны, я от всей души сегодня поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, с Днем Строителя. От себя лично и от депутатов Якутской городской думы, от всех горожан я хочу сказать вам сегодня большое спасибо за ваш труд. Спасибо тем, кто сегодня на передовой. Спасибо тем, кто сегодня работает на важных и нужных объектах, кто вкладывает свою силу, свое умение, свою душу. На плечах простых строителей держится отрасль. Плоды вашего труда – это больницы, поликлиники, медицинские центры. И это не просто строительные объекты, это современные центры спасения жизни тысячи людей. Вы заботитесь о горожанах, строите дома, детские сады, школы, скверы. Вы созидатели, вы строители, вы будущее, вы настоящее и будущее нашего любимого города, который находится на мерзлоте. Это самый лучший город. И благодарим вас за то, что вы с каждым годом делаете нашу столицу самой красивой и самой комфортной. Наши якутские строители сейчас восстанавливают разрушенные украинскими нацистами города Донбасса. И мы очень признательны им за их самоотверженный труд. Дорогие строители, архитекторы, проектировщики, простые рабочие, ветераны отрасли, спасибо вам за ваш самоотверженный и благородный труд. Я желаю вам счастья, здоровья, интересных проектов и планов, реализации этих проектов. Желаю вам любви, хорошего настроения, радости, благополучия, а самое главное – мира. С праздником вас! С Днем Строителя! Но вот если проехаться по округу, то можем, в принципе, увидеть, что на завершающей стадии у нас находится школа, которая на перекрестке Жарницкого и Пирогова. Функциональный центр, то есть спортивный, то есть будет строиться.
У нас уже 3 этажа появилось и детского сада на 240 мест, Жарницкого, Пионерская. То есть, да, Якутская 12-14, то есть уже, в принципе, подписаны договора. Но и помимо этого, то есть еще РИА, то есть они уже потихоньку тоже начинают расселять людей, то есть микрорайон Звездный. Но это говорит о чем-то, что это не то, что плохо где-то там удаленно, а люди получают все-таки качественное жилье, и они его заслужили. Мы должны понимать, что это не одна какая-то программа, это будет комплекс программ, которые, то есть, должны до 30-го года мы, вот, по крайней мере, распрощаться с ветхим аварийным жильем или с аварийным жильем, даже по-другому так скажем. Сейчас такая идея в строительном округе сделать 2 кольцевые развязки, это которая будет Петра Алексеева и улица Пирогова, Стадухина, да, то есть там она будет, развязка посвящена медикам, потому что там очень много медицинских объектов, это будет такой некий арт-объект, это тоже строительство, как-никак, все равно это благоустройство, вот, и вторая развязка, которая это уже давно, о которой говорят, это Пирогова, Кальвица, Свердлова и Жарницкого, то есть вот там тоже, то есть она будет посвящена строителям. Сегодня у нас принимали участие строительные компании, которые награждаемые были, это в том числе, то есть малоэтажное строительство, деревянное строительство, ну и, конечно, то есть наши крупные, то есть такие компании, которые в городе у нас все на слуху есть, они тоже сегодня здесь присутствовали. Скажу так, то, что вообще у строителей уже 2 было праздника на этой неделе, то есть проходило, но наше, то есть просто, то есть само по себе, то есть должно было в строительном округе состояться. Нам необходимо стирать вот эти все, то есть стереотипы и шаблоны, которые ранее были, по которым работали, то есть выходить на совсем другой уровень, потому что до 2030 года, то есть наш просто округ очень сильно изменится, и мы должны все-таки выходить на другие, как говорится, праздничные мероприятия, то есть для жителей, радовать их. Я считаю, это будет хорошая заложенная традиция. Строителей всех, не только нашего округа, но и всей республики. И от себя лично, то есть я от администрации строительного округа, конечно, поздравляю их с этим профессиональным праздником. Желать, конечно, то есть успехов, удачи во всем, чтобы, конечно же, то есть хватало им терпения, потому что работают они и в зной, и в холод, и в жару. С праздником! Дом построен в коротеньких строчках, нам слышатся отзвуки ярких побед. Ведь он созидатель, строитель и зодчий, прекраснее в мире профессии нет. Ведем дом построен в коротеньких строчках, нам слышатся отзвуки ярких побед. Ведь он созидатель, строитель и зодчий, прекраснее в мире профессии нет. Дорогие строители, с праздником! С вами была телепрограмма «Точка взаимодействия» и журналист Олег Гаунин из строительного округа столицы Якутии.